Базаре спортсменки. В этой встрече со счетом 10-0 победу одержала Санина Анастасия Чесногорск. Весовая категория 42 килограмма. Татами Воронов Роман Сыктывкар. Канев Тимофей Сосновор. Покажите предыдущую оценку. Юбка спортсмена с синей повязкой. Считайте держание. Время удержания. Ну сейчас мы поднимемся. Держи. Накатывай. Оксанка, Люка, плечо. Победу одержала Мазурова. Мансурова. Шнайдер Мансурова готовится.
Сегодня 22 марта 2014 года. Мы находимся в спортивном комплексе поселка Лесозавод, города Сыктывкара. Малашкевич Бобикова, Парнягина Федотова. 22 марта 2014 года в спортивном комплексе села Лесозавод проходит 15-й по счету открытый республиканский турнир в памяти мастера спорта Советского Союза Владимира Ладанова, выпускника нашей сыктывкарской школы. Сегодня на соревнованиях присутствует 109 человек и 8 команд, в том числе основные города Республики Коми. Ну и также, что очень памятно, на этих соревнованиях участвует внучка Владимира Васильевича, Елизавета Дмитриевна Ладанова. Да. В каком ты учишься классе? Я уже в 5 классе. В 5 классе, да? Борьбой дзюдо сколько занимаешься? 4 года. 4 года занимаешься. Сегодня уже боролась? Да, Боролась. Выиграла, проиграла? проиграл. Выиграла, молодец. Ну, вроде бы как и все. Представители каких городов, районов представлены? Значит, Усколомский район представлен двумя селами. Село Помозино, село Кожик. Готовится Парнягина. Лежевинский район представлен БИСШа номер 6 и военно-патриотическим клубом. Город Ухта присутствует, город Сосногорск присутствует, город Усинск присутствует на соревнованиях, город Сыктывкар, Сыктывдинский район, город Емва, село Обьячево, Илузский район. На ковре сейчас судит главный судья, главный тренер Илузского района Виталий Помельчик. И, в общем-то, 109 человек сегодня принимают участие в соревнованиях. Вот там сидят тренер Владимира Ладанова, Анатолий Ксенофонтович, да. Вот. Александр сидит один, Александр сидит второй, да, лично под их руководством, под его руководством, в том числе ездили на соревнования, тренировались у него. Вот видите, чтут память своего учителя, да. Гуру. Спасибо. Пожалуйста. Юга спортсменки с белой повязкой. Казацкая. Это откуда девушка? Время встречи. В этой встрече победу со счетом 5-0 победу держала Федотова Анна. Готовится весовая категория 34 килограмма.
Косков Серебряков и Акимов Тимошин. Предыдущий оценка кого? Юга, спортсменка Симтиманов. Базарь, спортсменка Симтиманов. Остановить встречу. Готовится весовая категория 45 килограммов. Дмитрий Богданцев, Чишников Михаил, Юга, спортсмен с красной повязкой. Готовится Дмитриев, Богданцев, Чишников Михаил. Схватка за третье место. Юга. Мне покажи, давайте еще. Шида. В этой встрече со счетом 5-0 победу одержала Федотова Анна. В весовой категории до 36 килограмм третье место заняли Воробьева Дарья и Дитятя. Весовой категории до 40 килограмм первое место заняла Князева Даяна. А медаль? Иланова Лиза награждается дополнительным знаком величия. Присутствует внучка Владимира Васильевича, Елизавета. И вот соратников тренерского состава разрешите вручить небольшой сладкий приз внучке Владимира Васильевича. Город Усинск, да? И? Вы откуда? Откуда? Ашкелон и Усинск. Второе
Спасибо. Поздравляю, ребята. Татьяна, у вас какой ранг? Ученики Владимира Ладанова награждают победителей. На коллективное фото, потом. Так, внимание, участники, сейчас коллективная фотография будет. Так, коллективную фотографию сделаем. Участников турнира, посвященного памяти Владимира Ладанова, поздравляю с победой! На сегодняшних соревнованиях присутствует в качестве почетного гостя Данилов Анатолий Ксенофонович. Руслан Валерьевич, представьте, пожалуйста. Сегодня проходит 15-й открытый республиканский турнир памяти мастера спорта Советского Союза по борьбе самбо Ладанова Владимира Васильевича. Одним из первых тренеров этого спортсмена был Анатолий Ксенофонович Данилов, который на сегодняшний день является ветераном спорта. Государство высоко оценило его труд, присвоило ему звание заслуженный тренер России, заслуженный работник культуры Республики Коми, заслуженный работник Российской Федерации. И накануне такая интересная дата, как 50-летие самбо в Республике Коми. Вот, Анатолий Ксенофонович приехал в Республику Коми. В каком году вы приехали? В 1971 году. В 1971 году. Да, это был город Печора. Да, город Печора, да. И в городе Печора Анатолий Ксенофонович был до 1996 года. Ну и с 1996 года пригласили в Сыктывкарский государственный университет. Правильно, да? Да. На кафедру физического воспитания. Уважаемый Анатолий Ксенофонович, будьте добры, расскажите, пожалуйста, о вехах вашего труда в Республике Коми. Можно ли, Да. говорить? В Республике Коми в 1971 году начал заниматься этим видом спорта в городе Печоре. В течение 25 лет здесь у нас, в нашем городе, в городе Печоре, в данный момент в Сыктывкаре нахожусь, с 1971 года на общественных основаниях организовал группу, притом друг за другом мы добились. В нашей школе подготовили и призеров, призеров и чемпионов мира подготовлено. По какому виду борьбы? Виду борьбы самбо. Самбо. Сродни вида самбо. Так, пожалуйста, здесь вот рядышком присутствует у нас кто? Будьте добры, расскажите немножко о себе. Ученик Ну, скажи, имя. Зазухин Андрей. Вы являетесь учеником Анатолия Ксенофоновича? Ну, пожалуйста, немножко о вашем наставнике и немного о себе. Так, насколько мне известно, вы являетесь кем? Чемпионом мира? Нет. А кем? Победитель первенства России. Победителем первенства России по самбо в каком году? В 92-м. В 1992 году в городе Курган. Курганск. Вашим тренером был и есть Анатолий Ксенофонович. Так, кого вы еще подготовили?
Каких результатов Кроме достигли? Андрея, конечно, у нас много плеяды равных борцов было. Могу сказать, перечислять мастеров спорта не будем, около 30 человек. Это в Печорской школе самбо подготовлено, и по дзюдо, по самбо вместе. Вот. А вот так что подготовлен у нас чемпион мира Константин Локтионов в весовой категории до 100 килограмм. Это в 1993 году стал чемпионом мира. Николай Хорзов в 1996 году занял второе место на чемпионате мира в городе Токио по самбо. Вот. Ну, конечно, перечислять это невозможно. Вот такие наши критерии, наши выступления. В этом году отмечается 50-летие самбо в Республике Коми. Что бы вы хотели пожелать? Пожелать хотел бы, чтобы все трудились дружно. Не надо останавливаться на достигнутом. Если где-то срыв получился, надо исправить. И все, всем доступно было этот вид спорта. Так что вот одержали победу. Одержать победу на уровне чемпионатов Европы и мира. Со своей стороны, уважаемый дорогой Анатолий Ксенофонович, желаю вам, дай Бог здоровья. Мы вас все уважаем, помним. И будьте всегда с нами. Спасибо большое.